Никто культуру отсюда не выйдет. Ну, я не буду прям про всю нашу деятельность рассказывать. Я думаю, тут большая часть примерно представляет чуть-чуть. Прямо сейчас, вот буквально за стенкой, то есть на улице там, происходит концерт на эстраде на летней эстраде летнего сада. Там играет чудесная рокабили группа Кингсбэк. Сегодня мы начали фестиваль «Открытый город» там на эстраде. «Открытый город» — это такой летний фестиваль, который нам бы очень хотелось сделать так, вернее, в котором нам бы хотелось создавать какие-то новые, ну скажем, форматы проведения летних вечеров ежевчанок. Не просто, как это раньше было принято на той же летней эстраде под пивко и семки, с более культурным содержанием. И поэтому когда-то, 4 года назад, мы придумали вот это название «Открытый город», тогда оно было как-то очень актуально, сейчас я уже даже не понимаю, почему оно так называется, тем не менее, как бы он все еще так называется. И в течение всего этого времени мы каждое лето, несмотря на массу помех, на всякие сложности, мы это все делали. И вот теперь у нас есть уже ежегодный двухнедельный фестиваль, который является набором различного вида тематических активностей. Конкретно в этом фестивале, кроме большой музыкальной программы, есть, например, арт-викенд, которая откроется прямо в пятницу. Там будет выставка ижевских иллюстраторов, показ мод, вот прямо в пятницу вечером, да? Различные мастер-классы, ярмарка рукоделия и прочее. В течение пятницы, субботы и воскресенья, практически с утра до вечера это будет там работать. Параллельно тому фестиваль уличных театров с разными уличными выступлениями, опять же мастер-классами, актерским мастерством, какими-то уличными поэтическими, литературными чтениями, песнями и танцами. Вот такие первые выходные у нас запускные. Плюс туда же мы в качестве первого большого музыкального события смогли прыгнуть через голову и сделать на этой, в общем, небольшой сцене при отсутствии больших бюджетов очень серьезный проект концерта Silent Fugur с симфоническим оркестром. Это будет в воскресенье, там приходите, будет что-то невероятное. Начало все, у каждого дня там разное начало, начинается прямо в 6, света будет в 7. На самом деле даже, наверное, позже, когда солнце будет немножко опускаться. 26 июня к нам приезжает целый автобус европейских джазовых музыкантов, который курсирует по России. Это называется Музэнерго-тур. Они едут из Подмосковья в Дальнюю Сибирь, там в Улан-Удэ. 26-го. И как раз это будет музыкальный, как-то музейный музыкальный четверг. Да, вот вчера мне Кирилл позвонил, мы решили, что мы, собственно, раз мы рядом, то нужно делать вещи вместе. Вот прямо все здесь, да. И потом мы закрываемся 28-29 музыкальным пикником Indie Lab. Там такая современная российская актуальная музыка. И не только российская, потому что будет группа Пурпур с Украины, будет группа Надя из Москвы, и там несколько привозов. И в этом году нам впервые удалось сделать, если раньше этот фестиваль состоял в основном из чего-то ижевского, то в этом году там есть, мы уже выбирали как бы самые интересные ижевские проекты, и там очень много искусства, прежде всего музыкального, привозного. Вот это то, что будет происходить здесь, собственно, каждый день, кроме следующего понедельника и до следующего воскресенья. Поэтому всех зовем в будние дни вечером, в выходные дни прямо с утра. Для всех найдется что-нибудь полезное. А по поводу того, как бы отбивая мячик, забитый Мариной Борисовной, мы вот уже с Аленой решили, что тут надо делать, можно я скажу, да? Тут надо делать пати. Я уже сходил, послушал акустику, все прекрасно слышно. Вот. И сразу вопрос, а сколько у вас стульев? Сколько у вас аренда? Детали обсуждаются, я думаю. Главное, что есть намерение и... Мне кажется, что вот этот объем зала, он чрезвычайно подходящий для разного рода интересных концертов. Не очень громких, хороших, а вот этот стол, он будет навеки достоин. На 3 месяца точно. Замешал помещение рядом, как раз наоборот, здесь можно попасть. Ну да, на самом деле очень нам было интересно, чего тут поделать.
Вот. Хорошо. А, И все. Я ответил, да? Да. Я тебя хотел еще спросить про вчерашнее мероприятие, которое прошло в Арго, и которое, я так понимаю, также собрало представителей неких культурных и таких прогрессивных сообществ. И, в общем, вчера тоже из разговора с Катей Лабинской я понял, что идея создать сообщество сообществ. Ну да. Как это? В каком направлении случилось? Вчера мы собирались совершенно по другому поводу, но в итоге вырулили на это. Потому что вырулили мы на него, потому что начиная понимать, что мы там можем представить иностранцам из нашего там искусства, мы пришли к совершенно другому, и Катя нарисовала чудесную схему. И, в общем, разбирая все процессы, мы поняли, что если так структурно все это разбирать, то у нас все очень хорошо с формой. То есть мы умеем делать какие-то проекты, они могут быть достаточно сложные, достаточно классные. У нас все хорошо со смыслами, то есть задумать музей будущего для нас вообще как бы не вопрос. И у нас все плохо с технологией. То, что объединяет как бы смысл с формой, и то, что задает им постоянство, индустрия, то, что запускает туда деньги и так далее, и так далее. И, как правильно сказала Катя Лапинская, для того, чтобы сообщество жило, у него должна быть суперцель, и каждый его участник при этом должен понимать, что он имеет конкретно сейчас. И вот, исходя из двух этих исходных аргументов, эти сообщества могут иметь жизнеспособность. И, собственно, мы решили повстречаться в каком-то продолжительном времени именно по поводу того, чтобы понять, какие смыслы у нас всех объединяют, какие конкретные выгоды мы можем от сотрудничества получить сейчас, и попробовать на этом взаимодействии выстроить какие-то технологии, которые бы запускали это все в рамках продолжительных процессов. Как бы тусовка открытая, мы встречаемся в следующую среду как раз у Кати в пространстве вот там в ДК-Металлурге, и поэтому всех зовем, кому интересно в этом поучаствовать. Ну и суперзадача заключается в том, чтобы все, кто что-то здесь делает, они наконец-то, как бы это много раз происходило, и происходит, и этот процесс он идет, но вот как бы есть конкретная инициатива, которую надо брать, просто сделать. По поводу того, чтобы всем встретиться, поговорить и наметить какие-то, не просто там пути развития, да, а вот какие-то конкретные шаги, как мы можем что-то делать вместе, и какие выгоды могут у нас от этого получаться, потому что сейчас происходит так, что мы как бы начинаем знать о том, что у нас есть вот эти люди, они занимаются вот этим, вот эти люди, они занимаются вот этим, вот эти люди, они занимаются вот этим. Теперь мы, по крайней мере, друг о друге хорошо знаем. И как бы, наверное, пришло время для того, чтобы понять, о чем мы можем, как мы можем вместе что-то делать во благо всех существ, принято говорить, да, ну и во благо себя тоже. Поэтому вот такое движение наметилось совершенно спонтанным образом, Так, и продолжается. Это Upspace в среду. А во сколько? 1:15. Сейчас 15 дня. Да. Да. Чтобы не сидеть часами там, чтобы встретиться, поговорить и пошли делать. Хорошо. Вот. И вчера тоже с Катей из такого